Представьте, если есть муравей, и ты говоришь этому муравью: ты человек, я тебе помогу, не отчаивайся, будь твердо уверен, не теряй надежды. И будет этот муравей стоять на земле. Потом придет с другой стороны 40 других муравьев. И они будут идти для того, чтобы убить этого муравья. Ты их сразу идешь или оставишь? Нет, ты их оставишь. Для того, чтобы испытать этого муравья настолько, насколько он правдив. Разве есть сомнение в том, что ты можешь уничтожить этих муравьев одним движением руки? 40 сразу? Нет, сомнений нету. В силе сомнений нету. Это просто испытание. Оставь их, пока они приблизятся. Максимально приблизятся, и этот муравей не отчается. Аллах Всевышний превыше каждого примера. Если приходит воля Аллаха, все соберутся, никто не навредит. Если Аллах будет с мусульманами, для них нету угрозы. История Ибрахима, алейхиссалям. Его народ объединился против него. Но Ибрахим знает, Аллах с ним. Он надеется, уповает только на Аллаха. Люди схватили его. Помощь Аллаха еще не пришла. Но Ибрахим твердо убежден, надеется только на Аллаха. Люди его поставили на катапульту, разожгли огромный огонь, от которого падают птицы с небес. Помощь Аллаха еще не пришла, но Ибрахим твердо убежден в Аллахе и надеется только на него. Его бросили катапультой в этот огонь. Каково положение человека, каково состояние, что он чувствует? Он видит, это неминуемая гибель. Приходит Джибриль. И как это в этом предании говорится, хотя оно и слабое, что он пришел в своем настоящем виде. 600 крыльев. И когда Джибриль в настоящем виде приходит, он затмевает собой горизонт. Ничего не видно, кроме него. Приходит Джибриль и говорит ему: о, Ибрахим, если у тебя какая-то нужда, хочешь ли ты чего-нибудь? Джибриль, который одним краем одного из своих крыльев поднял 7 деревень Лута, поднял их к небесам и сбросил оттуда вниз. Джибриль приходит к Ибрахиму в тот момент, когда он идет к неминуемой гибели, и говорит: хочешь ли ты чего, тебе нужна какая-нибудь помощь? Он говорит: что касается тебя, нет. Почему? Потому что он знает, есть тот, кто сильнее тебя. И я надеюсь только на него. И без его помощи ты не сможешь ничего сделать. И сказал: хасби Аллаху, ла иляха илля хуа, алейхи таваккальт. Достаточно мне Аллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Него, и на Него я уповаю. И действительно, он попадает в этот огонь, но с ним ничего не происходит.